Ассаламу алейкум, друзья. Витаю всех. Шавига Машауэль. Сегодня 13 февраля 2026 года, 20 часов 2 минуты по Берлину и, наверное, 22 часа 2 минуты по городу Джохару. Я вас всех, друзья, сердечно еще раз приветствую. Сегодняшний наш стрим называется «Шок. Эпштейн и Путин в холодильнике Соловья». Об этом и многом другом давайте поговорим. Стрим наш идет, как обычно, на YouTube-канале Реалити и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности и будьте осторожны. Ваша безопасность в ваших руках, друзья. Что еще? Ну, в принципе, все. В принципе, все. Так, камера красивая еще. Вот так вот. Так, прошу делиться трансляциями тем, кто не находится в фашистской России, либо в оккупированной Ичкерии. Ислам Ашвой. И продолжайте писать комментарии, задавайте вопросы. Ну и все как обычно, друзья. Сейчас тут я все настрою. Я подумал, вы по мне соскучились и решил выйти снова. Такс. Ну, давайте начнем с первой новости, которая тут попадается. Ремонт саркофага Чернобыльской АЭС обойдется в сотни миллионов евро. Французские компании, проектировавшие и строившие защитную оболочку над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, предварительно оценили повреждения, полученные саркофагом год назад при ударе дрона Российской Федерации. Эксперты выяснили, что объект, который строился 20 лет и обошелся более чем 2 миллиарда долларов, больше не удерживает внутри накапливающуюся с 1986 года радиоактивную пыль. Сейчас ключевая задача восстановить саркофаг до 2030 года, чтобы избежать коррозии критически важных конструкций, рассказал Deutsche Welle руководитель департамента ядерной безопасности. Стоимость этих работ он предварительно оценил в несколько сотен миллионов евро. Особенно важна специальная мембрана, которая делалась специально для ЧС из материала, которого сейчас на рынке нет. Короче, вот что приносит русня. Русня приносит только горе, смерть, трагедию, кровь и все остальное. Сегодня стало известно, что наследный принц Ирана в изгнании Резу Пахлави в Мюнхене встретился с украинской делегацией, которая поддерживает украинский народ, об этом сообщает Владимир Зеленский. Встретил в Мюнхене с наследным принцем Ирана Резой Пахлави. Украина поддерживает иранский народ, который борется за свое будущее. Мы также выражаем соболезнования всем жертвам иранского режима. В ходе беседы мы сосредоточились на ситуации в Иране и в областях, где иранский народ нуждается в поддержке. Обсудили важность усиления санкций против иранского режима и любых других диктаторских режимов. Мы осудили сотрудничество России и Ирана, в частности, поставки России иранским режимом шахедов и выдачу лицензий на их производство. Такое партнерство представляет реальную угрозу не только для Украины, но и всему региону. Благодаря наследному принцу Ирана за поддержку территориальной целостности Украины. Благодарю, говорит Зеленский. Жизненно важно приложить все усилия для защиты человеческих жизней. Украина готова помочь со своей стороны. Короче говоря, Украина становится уже международным игроком. Также хотел бы вам сказать об одной интересной кончине, уходу из жизни
одного интересного чувака. Ну, стоит он не больше, чем вот эта агентура, которая здесь находится, которую я разоблачаю. Но вот такая вот интересная деталь. Рой Медведев, марксистский исследователь, критик сталинизма и сторонник Путина, предстал, предстал перед Богом. И здесь а, целая статья на bbc.com. Речь идет о Рое Медведеве, который умер. Этот человек находился здесь, в Европе, на Западе, и представлялся диссидентом. Таких мы видим хороших русских, которых здесь. Хороших русских и таких чеченоговорящих хороших русских. Они тоже россияне, но они ичкерийцы, строители исламского государства там и такие, но они работают на русню. Я уверен, что многие знают, что они делают. Прекрасно. Может быть, кто-то из них там заблуждается, просто не может понять, где он оказался. По большей части, они понимают, что они делают. И вот смотрите, интересная такая деталь. Рой Медведев, о котором писал Абдурахман Авторханов в своих работах, как сегодня пишу я об этом, но прошло с этого, я вам скажу, с 70-х годов. Абдурахман Авторханов писал про Роя Медведева. Рой и Жозеф, или как же его звали сейчас, постараюсь найти его имя. Это два брата-близнеца, Жарес. Рой и Жарес Медведевы. Рой Медведев умер в 101 год ему было. Хорошо пожил КГБшный стукач и доносчик. И вот смотрите, Абдурахман Авторханов в своих работах, в статьях неоднократно обвинял Роя Медведева в том, что тот является агентом или литературным сотрудником КГБ, лжедиссидентом и провокатором. Сегодня я их называю симулякрами. Абдурахман Авторханов называл их лжедиссидентами, который доносил, хороший русский, на настоящих диссидентов и играл роль подконтрольного оппозиционера для дискредитации подлинного диссидентского движения. Эти обвинения звучали в 1970-х, 80-е годы в иммигрантской прессе и книгах Абдурахмана Авторханова. Давнишним литературным сотрудником КГБ называл Роя Медведева Авторханов. Еще в 70-х годах угадал в нем лжедиссидента и доносчика КГБ на действительных диссидентов. Это сегодня как раз делают вот эти супер, которые бьют себя в грудь. Они там супер, они сперва ваххабисты, потом ичкерийцы, потом кем угодно. Главное, чтобы их там в ПАСЕ приняли, что угодно с ними там было, вот они есть здесь. Медведев редкий мастер в искусстве политического хамелеонства. Он издал в Америке книгу об ужасном волюнтаристе и субъективисте Хрущеве, а теперь называет его отцом оттепели, героем 20-го съезда и предшественником перестройки. Авторханов относил к провокаторам КГБ обоих братьев Медведевых, Роя и Жореса. Одна из известных статей Авторханова носит название на английском языке «Р. Медведев. Клеветник или провокатор», где он прямо обвиняет Медведева в провокации и работе на КГБ. Рой Медведев отвечал на эти обвинения, отвергая их как клевету и связывал с личной неприязнью Авторханова. Знаете, есть такой блогер Тумсо Абдурахманов и его брат. Это два преступника, страшных преступника, которые занимались переводами чеченской речи для русских оккупантов. Они работали, ну вот этот старший Тумсо Абдурахманов работал в ГУП, федеральная в ГУП электросвязь, в ГУП федеральная, как-то оно там расшифровывается. И он был заместителем в этом во время геноцида, активной фазы геноцида чеченского народа. Работал у него начальник непосредственно был Докцаевсу, Язеччин фамилия, вы все уже это знаете, друзья.
И вот этот мерзавец и подонки, и вот эти подонки, как Рой Медведев, вот эти братья, мне они сразу ассоциируются с ними. И вот они меня спровоцировал. Я-то был начинающий блогер и начинающий, а, скажем так, политолог в этой области. И для меня это все было в новинку. Человек, который сбежал, я ему помогал, сбежал, ну, я писал там про него, там говорил, привлекал внимание. Якобы у него борода, там из-за бороды пострадал, там туда-сюда и все такое. И в итоге для меня было в моей голове не умещалось, что люди могут вот так откровенно быть предателями чеченского народа. Это преступники, страшные преступники. У нас в основном все погибали от телефонных прослушек. И вот переводами занимались вот этот старший брат Тумсу Абдурахмана. Мухаммед Абдурахман здесь находится. Они здесь каким-то путем здесь проводят какие-то операции, там деньги выманивают у Кадырова якобы, а на самом деле финансируют. И в этом им помогают немцы, немецкие там спецслужбы где-то что-то там делали. Я все детали не знаю, просто не буду особо огульно обвинять, но в этом фактически перевели деньги, как будто там он борется с Кадыровым и так далее. Это все одна система. Система КГБ СССР, ФСБ. Все и военные, и КГБшники, и полицейские, все входят в эту систему. И мне вот эти Абдурахмановы, братья Абдурахмановы, напоминают вот этих братьев Медведевых. Братьев Медведевых, Роя и Жареса. И когда я разоблачил его, я понял, что Тумсу Абдурахман работает на Русню, он враг чеченского народа, предатель чеченского, хотя, может быть, он и не чеченец вовсе. Он спровоцировал меня на конфликт. Понимаете? Он спровоцировал просто на конфликт. По мелочи какой-то. Натравили всех троллей на меня. И я ответил. Попался на удочку, на крючочек, на приманку, которую закинули. И потом фактически получилось, что я, Шмаков, его начальника звали Шмаков, что я не из-за того, что он агент российских спецслужб и враг чеченского народа, а из-за того, что личная неприязнь. И вот сегодня, составляя этот текст, который я вам сейчас прочитал про Роя Медведева, который обвинял Абдурахмана Авторханова в клевете и связывал это с личной неприязнью. Фактически они сделали так, что я разоблачил агента российских спецслужб, но спровоцировав, поддавшись на провокацию, на конфликт, выставили они меня, как будто я это делаю из личной неприязни. Хотя личной неприязни у меня быть не может к нему. Понимаете, абсолютно. Вот таких очень много сейчас. Тогда, может, посложнее было сюда засылать. Сейчас просто через одного здесь можно смело брать и депортировать. Сейчас, одну секунду. Вот такие вот дела, друзья. И поэтому я, когда еще читал Абдурахмана Авторхану, по-моему, это было от Хрущева до Горбачева, по-моему, называлась эта книга. От Андропова до Горбачева, по-моему. И там он как раз пишет про Роя Медведева. И я тогда понял, когда Рой Медведев отвечает ему, что клевета, потому что личная неприязнь у Авторханова к Медведеву, я понял, ага, вот, значит, что со мной они сделали. Вот как они делают. Если вы выявляете какую-то агентуру, они вас провоцируют, понимаете, провоцируют вас, у вас возникает конфликт, и потом вы это делаете не потому, вы разоблачаете не потому, что это агент российский, а потому, что у вас личная неприязнь. И все, и ваше мнение, ваши доводы, ну, на 90% теряют свою значимость, потому что, значит, у вас есть другой мотив ненавидеть этого, не любить этого человека. Вот как-то так. Поэтому эта агентура здесь работает, я об этом пишу, рассказываю, но почему-то, видимо, наблюдает за ними. А еще, знаете, очень интересный момент здесь происходит. Россия, я этот текст тоже написал, сейчас я его
Быстренько вам зачитаю. Россия нас представила террористами и исламистами. Понимаете? Террористами и исламистами. Нашу национальную борьбу превратили в криминальное, террористическое такое подполье. Смотрите, механизм правового исключения и дегуманизации чеченского народа в ходе его геноцида. Использование дискурса безопасности как инструмента оправдывания колониального насилия, демонтажа международного гуманитарного права и криминализации национально-освободительной борьбы чеченского народа. Подмена права на самоопределение режимом угрозы. То есть, представив нас на Западе здесь террористами-исламистами, они фактически уже легально, легитимно нас уничтожали. И вот смотрите, как это происходило. И почему я вам сейчас расскажу, почему вот эта агентура КГБшная находится здесь. Сейчас, одну секунду. Вместо признания политической субъектности чеченского народа, его права на государственность, суверенитет и самостоятельный исторический выбор, Российская Федерация применила стратегию радикальной секьюритизации. Ключевым элементом стала субъективизация. Чеченский народ был коллективно лишен статуса политического субъекта. В официальной риторике он перестал рассматриваться как носитель прав и был представлен как социальная среда, территория риска, источник нестабильности, требующий постоянно силового контроля. И знаете, я обратил внимание, когда Гарри Табах сказал, что когда он был в Турции, там возглавлял антитеррористический какой-то там комитет, какую-то группу или штаб, у него появлялись там Хизбалла, кто у них там еще есть, Хамас, Мамас, разные террористические группировки, которые они таковыми считают, и вот с ними разбираются. И, говорит, я удивился, говорит, когда увидел чеченские террористы. А как вся нация, весь народ может быть чеченцами? У всех есть какие-то свои обозначения, там партия Аллаха, у Хизбаллы, там шиитская организация, там есть там у суннитов, там такие-сякие, много. Но нигде вы никогда не услышите всю национальность террористической. Понимаете? Не бывает вся национальность террористическая. Если это национальность вся террористическая, то она либо не террористическая, либо эта национальность должна уже исчезнуть давным-давно. Потому что нация формируется не за одно поколение, не за один день. Она тысячи лет существует. Тем более наши древнейшие 5, 6, 10 тысяч лет нашей нации, нашему народу. И вот таким вот образом нас выводили за рамки человечности и уничтожали. Сейчас Украиной происходят те же самые процессы. Украинских националистов хотят вывести за рамки вот этого всего процесса, который там идет, примкнуть их к ваххабитам, которые уже запатентованы и навсегда там признаны там опасными и так далее. И таким образом начать их уничтожать. Это я уже неоднократно писал об этом, расследовал это, говорил об этом. Поэтому это один из примеров, когда 24 августа 2025 года Алексей Титов, полковник или подполковник ФСБ, на День независимости Украины в Москве на площади Лубянки в центральном детском магазине пытался заложить бомбу. Самодельное взрывное СВУ, самодельное взрывное устройство, сделано из газового баллона. И он подорвался. И тогда это делалось, что вот это украинцы там и так далее, и так далее. Потом следующая операция была в Америке, в Миннеаполисе, когда детей там сумасшедший расстрелял, которые, я уверен, работают при помощи российских спецслужб. Вот такая вот работа ведется. Страшная, очень страшная. И я не знаю, как русские сами с этим справляются. Или кто-то им помогает в этом мире, но работа такая вот прослеживается. И мы на себе, чеченцы, это испытали. И я хочу предупредить украинцев, чтобы они не попадали в эту же ловушку. Но давайте вернемся к моему тексту, который я писал, потому как нас делали из нас террористов. И Гарри Табах тогда дал такую очень интересную мысль, сказав, что
это является, ну как вся нация не может быть террористами. Вот так вот происходило. Ну, в принципе, я думаю, все прекрасно понимали, просто многим не было дела для этого. Не за что, Бандеров. Всем спасибо за подарки, друзья, все, которые дарят мне в ТикТок, спасибо вам большое. Место признания политической субъектности. Так, это я уже читал. Конфликт был искусственно переведен из плоскости политико-правового спора, деколонизации и суверенитета в плоскость экзистенциальной угрозы существования России. Так, называемый принцип домино, а затем исламский терроризм использовался для создания образа смертельной опасности, где любое признание чеченского права на самоопределение якобы означало распад государства. Эта логика сняла все ограничения на применяемые средства и легализовала по практике уничтожения, недопустимой в обычных правовых режимах. Лингвистическая маркировка. Самое главное, друзья, я замечаю, это не только на чеченцах. Это с украинцами то же самое происходит. Это с евреями то же самое происходит. Когда один и тот же термин, который понимаете вы по-своему, распространяется немножко по-другому. Немножко этот термин, немножко другой термин. И вот таким вот образом уходишь. Например, слово джихад. И вообще чеченская борьба. Джихад это, есть два джихада в исламе. Два джихада. Большой джихад это борьба с самим собой. Со всеми своими слабостями, там, с алкоголем, с наркотиками там, и всеми плохими вещами, которые вы говорите, делаете, и думаете, врете и все остальное. Это большой джихад. Малый джихад это война. Это самый простой джихад считается по сравнению, чем бороться с собой. Так вот, джихад исламской терминологии, интерпретации обозначает война, защита своей земли, своих братьев, сестер, своего народа и своей религии. Если вас там лишают вашей религии, там говорят, отказывайтесь от религии, или вас хотят там, переделать другую религию, или сделать атеистом, например, то в таком случае вы имеете право на защиту в соответствии с канонами ислама, с канонами религиями. Это все, что мы туда вкладываем, чеченцы. Мы не собираемся захватывать весь мир, нас 1 миллион. Мы физически, у нас в голове этого нет. Мы это даже не предполагаем. Понимаете, у нас нет даже фантазии такой. В самых-самых воспаленных умах и мозгах. Понимаете, мы не можем захватить весь мир, как русская там революция большевистская, которая хотела захватить. Именно слово джихад было применено русскими спецслужбами, и может быть не только русскими, применено спецслужбами для того, чтобы представить чеченцев, как будто они вот за всемирный вот этот джихад, и мы, как раньше большевики, хотим завоевать весь мир. Ну, это нонсенс, это невозможно просто. Но мы этого не понимали, чеченцы. Мы это, мы не понимали, какой джихад. Вот пришел враг, убивает нас, заставляет нас там подчиниться. Ну вот мы сражаемся. И вот этих терминов очень много используется. Это самый главный ключ к тому, чтобы расчеловечить сперва, затем начать уничтожать. Но уже на законных основаниях. Потому что, вы же зверей уничтожаете, не людей. Кавказ, Баркалда, Саэр. Ну давайте, лингвистическая маскировка войны и геноцида. Одновременно была проведена тотальная дискурсивная рекордировка, направленная на сокрытие реальности войны и массовых преступлений. Термин «война», как сейчас в Украине, был заменен юридической конструкцией контртеррористической операции. Формула КТО стала ширмой, позволяющей применять тяжелое вооружение, авиацию и артиллерию против городов, сел и гражданской инфраструктуры, формально отрицая сам факт вооруженного конфликта. То есть с лица земли стираются города и села, населенные пункты, как мы это видим сейчас в Украине, а войны нет. Если нет войны, значит не действует военное время, военное право. Национально-освободительное сопротивление, имеющее исторические и правовые основания чеченского народа, было последовательно криминализировано в глазах мировой общественности. Оно маркировалось как бандформирование и идеологически отчуждалось через ярлык международного терроризма. Целью было лишение чеченского сопротивления статуса комбатанта.
комбатантов, защищенных Женевскими конвенциями, и создание правовой базы для несудебных казней, пыток и коллективных наказаний. Язык стал оружием, предваряющим физическое уничтожение. Геополитический сговор и глобальная индульгенция. После 11 сентября 2001 года, который, на мой взгляд, конечно же, без российского вмешательства, без российского участия не обошлось, произошла интеграция российского нарратива в западную доктрину War on Terror, война против террора. Это стало переломным моментом в судьбе чеченского народа. В обмен на геополитическую лояльность ведущие мировые державы, США и страны Европейского Союза де-факто приняли российскую трактовку русско-чеченской войны. Конфликт был окончательно выведен из категории колониального и правозащитного и отнесен в сфере внутренней безопасности. Международные институты, Организация Объединенных Наций, ПАСЕ, другие структуры ограничились декларативной риторикой. Реальные санкции, создание международного трибунала или механизмов ответственности были сознательно заблокированы. Геноцид чеченского народа был фактически передан на усмотрение государства, совершающего геноцид, как внутреннее дело. Это вообще нонсенс. Понимаете, внутреннее дело нельзя совершать геноцид. Это стало актом отказа от универсальности прав человека и фундаментальным предательством базовых принципов международного права. Создание зоны смерти. На территории Чеченской республики Ичкерия была создана устойчивая зона. Целью было оправдание коллективного наказания, разрушение социальной ткани общества и лишение народа права на собственный исторический нарратив. Капитуляция международного права. В русско-чеченской войне, особенно с 1999 года, была отработана модель, при которой международное право капитулировало перед грубой силой. Российская Федерация использовала риторику борьбы с терроризмом как инструмент легализации массового насилия и геноцидальных практик. Мировое сообщество, как сказано ранее, приняло эту риторику, оставив чеченский народ без правовой защиты. Исключение целого народа из правового поля человечества сделало возможным совершение преступлений против человечности без немедленных последствий для их организаторов. Это стало не просто гуманитарной трагедией, а системной катастрофой международного права. Я утверждаю это. Глобальные последствия открытия ящика Пандоры. Чеченская трагедия показала авторитарным и диктаторским режимам, что международное право больше не является препятствием. При наличии ядерного оружия, ресурсов или геополитической ценности возможно уничтожать народы и государства, называя это борьбой с терроризмом. Методы, примененные в Чечении, ковровые бомбардировки, концлагеря, несудебные расправы были фактически легитимизированы. Весь мир помогал России уничтожать чеченское сопротивление. Весь мир, в том числе, к сожалению, Украина. Мы должны знать эту правду. И сейчас украинские молодые парни и девушки расплачиваются своим здоровьем, своей кровью, своими жизнями за те преступления, которые совершила украинская власть, когда был геноцид чеченского народа. Хотя украинцы говорили им, предупреждали, и некоторые приходили воевать за нас. Хотя было много и тех, кто был на стороне России, как в принципе они есть и сейчас. Китай, наблюдая паралич западной реакции, применил ту же логику в Синьцзяне, объявив миллионы уйгуров угрозой безопасности. Китайские каратели приезжали получать опыт в России по уничтожению чеченского народа. Понимаете? Лагерная система перевоспитания стала прямым продолжением допущенного на Кавказе. Российское вмешательство в Сирии воспроизвело чеченский сценарий. Алеппо был уничтожен теми же методами, что и город Джохар, бывший Грозный.
те же подходы та же безнаказанность, та же риторика, механизм предотвращения военных преступлений был сломан еще в Чечении. ООН и ПАСЕ продемонстрировали свою неспособность действовать против постоянного члена Совета Безопасности ООН. Стало очевидно, что права человека применяются избирательно. Это подорвало доверие стран глобального юга к самой идее универсальных прав. Чечения стала полигоном, где были проверены пределы допустимой жестокости. Предела не оказалось. Безнаказанность Чеченской республики Ичкерия убедила российское руководство в слабости и в лицемерии Запада. Чечения 99 год, Грузия 2008 год, Украина 2000, Крым и Донбасс 2014 год, полномасштабное вторжение в Украину 2022 год. Одна непрерывная война, те же структуры, те же методы, те же лица, тот же политический центр. Буча, Мариуполь и Изюм стали возможными потому, что Самашки, Новые Алды, Катырюрт, Комсомольская и многие другие остались без суда и приговора. Генералы и офицеры, совершившие преступления в Украине, получили свой опыт и безнаказанность в Чечении. Мир заплатил и продолжает платить страшную цену за предательство чеченского народа. Закрыв глаза на геноцид в начале 21 века и согласившись на сделку с агрессором, международное сообщество собственными руками разрушило систему сдержек и противовесов. Это привело к эпохе права сильного, в котором мы сейчас живем, в которой границы перекраиваются силой, а целые народы могут быть объявлены лишними. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, написано 10 февраля 2026 года, а сегодня 13 февраля 2026 года. Вот такая вот интересная, так сказать, ситуация складывается. И в связи с этим возникает вопрос, почему эти агенты в Европе, возвращаясь к Тумсу Абдурахманову, Рою Медведеву и так далее. Дело в том, что эти, которых мы здесь, чеченцы, видим, и мы удивляемся, как так, они работают на русню, они находятся здесь, мы все знаем, мы об этом говорим. Да, вы не пишете заявления в спецслужбы, в полицию об этом, вы просто об этом говорите, и поэтому этого недостаточно, конечно, но некоторые, вот я пишу открыто, публично, у меня на сайте есть фамилии, имена, ну все это как бы открыто. Но почему их не трогают? Да, не все, конечно, у меня там на сайте есть там несколько, то всего лишь фамилий, публичных я только. А их здесь полно. У нас здесь в Гамбурге они есть, в Германии есть, во Франции есть, везде, в Англии есть, везде они есть, в Австрии есть. И возникает вопрос, почему вот эту агентуру не убирают? Дело в том, что на протяжении вот этих последних 26-30 лет Запад, сам продавшись России, через остров Эпштейна кого-то завербованный, еще как-то, еще не только этот остров Эпштейн, это всего лишь такая притча во языцах, а так, на самом деле, таких медовых ловушек, их полно, это все спецслужбы этим занимаются, все. И таким вот образом этот Запад сам попал в ловушку, в которой он вынужден теперь соглашаться по борьбе с международным терроризмом. А чеченцы являются в этой борьбе с международным терроризмом, как Россия им сказала, они в это поверили и в этом принимали участие, что это очень самые такие опасные и злые. То есть своего врага Россия перевела на Запад, на американцев, на европейцев, на христиан, на всех других и сама спряталась. И сейчас Россия то же самое хочет сделать в отношении, как с Ираном. Если сейчас там начнется, она подливает масло в огонь. Ей нужно, чтобы внимание от Украины переключилось, у Соединенных Штатов, переключилось на Иран. И она спокойно будет убивать украинцев там, и так далее. Вот какой план. Вот почему Россия предатель Ирана в том числе. Скидывает балласты. И вот в этой ситуации, вот эти агентуры, они работают общие по борьбе с международным терроризмом.
с исламским международным терроризмом. Почему с русским международным терроризмом они не борются? Они вот с исламистским вот этим терроризмом борются. Только с ним они борются. Видимо, по духу ФСБ, Путин, они все-таки близки. А эти вообще непонятные какие-то, это вообще фанатики. Да? А Путин, он убьет, когда сможет. Так оголтело лезть не будет. Хотя сейчас лезет и оголтело. Вот такая вот ситуация. И почему вот эта агентура здесь находится? Потому что тот же Тумсо Абдурахманов, который занимался прослушками, он имеет большой послужной список по убийству чеченского народа, по сдаче российским, стуча на чеченцев, переводя то, что чеченцы говорят. И он ценный кадр. И что бы ни случилось, какая бы там борьба ни была, противостояние не было, в международной борьбе, международным исламистским терроризмом, они почему-то едины. Понимаете? Что бы ни случилось, они друг друга ненавидят, бомбы хотят друг на друга, по крайней мере, говорят, сбросить. Но при всем при этом едины в борьбе с международным исламистским терроризмом. Также Россия хочет сделать едиными их в борьбе с украинским национализмом. То есть приравнять этот украинский народ, довести его до формы, как это было там во время фашизма, нацизма. И потом сказать, вот смотрите, это такие же людоеды, и они вместе с украинскими националистами. Поэтому я еще раз, и раньше говорю, и сейчас, украинских националистов предупреждаю, уважаемые, вам ни в коем случае нельзя категорически допустить вот этот момент, и ни в коем случае не подпускайте к себе вот этих радикальных исламистов. Понимаете? Они чаще всего, радикальные исламисты, всегда имеют связи с российскими спецслужбами. У них, знаете, как формируется ситуация? Да, такой ваххабит, такой наш брат мусульманин, но ФСБ. Молодец, добился, вон, смотрите, наш человек ФСБ. Вот как они мыслят. У них нет понимания, там, страна, государство и так далее. И вот эту программу залили, и этой программой они пользуются. Понимаете? И это противоречие многие, когда ты им разъясняешь, они потом, опа, и правда, противоречие какое-то, как это так, если в ФСБ работает человек, он говорит, там, у него вот эта борода, или там он, да все КГБ, все муллы, это есть КГБшники, чего с ними не дружить тогда? Добрый вечер, Аллах, всех приветствую. Друзья, сейчас я почитаю ваши комментарии, давайте почитаем. Слава Украине, здравствуйте, уважаемые, здравствуйте, Иркин, слава Украине, Ваха, здравствуйте. Пропаганда России теперь делает врага Армению потихоньку. Да, очень интересный процесс, Иркин, сейчас в Армении начинаются. Я полагаю, Армению Россия сдала американцам. Просто передала. Но куда деть огромное количество армянской, российской агентуры, которая там находится? Армения сотни лет была верным вассалом России. Да, может, с Америки армяне, очень большая диаспора. Во Франции очень большая диаспора. Ну, в первую очередь, наверное, американская диаспора. Они, наверное, будут больше влияния оказывать на Армению. Но куда девать вот эту всю агентуру? И сейчас я наблюдаю по разным признакам, что российская агентура начинает тесно с армянами связываться, вот постоянно, потому что туда пришли американцы, и все, и они вот обкладывают американцев со всех сторон своими людьми. Они так всегда делают. Они просто заполоняют вокруг все пространство своими людьми, и остальных они маргинализируют. Все, их они не видно, не слышно и так далее. И я боюсь, что будет очень-очень печально все. Да? И война будет, если сейчас в Иране начнется, скорее всего она там начнется. Скорее всего это нужно, в первую очередь это нужно России, больше даже, чем Америке. Вообще Америке зачем это нужно, я так и не понял. Можно договориться, чтобы они не били по Ирану и оставить их в покое. Но, скорее всего, будет начало этой войны, потому что уже слишком, ну, хотя в Америке есть вроде бы силы, которые против, но в Америке были силы, когда и во Вьетнаме война была, и в Афганистане, когда война была, и где только не было. Всегда американское общество, оно свободное общество, но власть, правительство или там глубинное государство, так называемое, оно делает все, что хочет, что посчитает нужным.
Да, где-то она учитывает мнение, но всегда поступает так, как они считают правильно. Поэтому, скорее всего, война в Иране будет, и, скорее всего, это будет война на 10 лет, если не на 20 лет. Просто будет хаос. Война будет, убийство будет, террор будет, третье, десятое будет. Вот эта ситуация будет. Ну, не знаю, посмотрим, что из этого получится. Но ситуация нам на Кавказе, она принесет много страданий и горя. И в том числе и беженцев принесет, и террор принесет, и убийство, и войну. Поэтому нам, чеченцам, нужно быть очень аккуратными, не дать себя никуда втянуть и быть в безопасности, так сказать. Украина подтримает Чечению и Аснана. Спасибо, Владимир, спасибо вам большое. Витаю вас. Пропаганда России теперь это. Что тогда нацистская... Так, в Канаде тоже на днях был теракт в школе. Да, Иркин, совершенно верно. Совершенно верно, да, был теракт в Канаде. Да. Странно, конечно, что он там произошел, и я не верю в теракты, которые происходят в школе, что они происходят сами с собой. Я думаю, за этим стоит Россия. Может, таким образом Россия, я не знаю, что она этим делает, но я не верю, что теракты в школе, да, может быть, один из сотни, один из тысячи, может быть, там какой-нибудь сумасшедший сам до этого дойдет, но я думаю, людей подводят это. Особенно это делается через социальные сети. TikTok, Instagram, вот эти Facebook, все социальные сети являются прямой угрозой, особенно для молодых ребят, особенно для вот неокрепшего молодого человека, потому что они вам предлагают, вот я вчера разговариваю с одним человеком, мы обсуждаем какие-то там проблемы, и ему потом начинает приходить, просто мы по телефону обсуждаем какие-то наши проблемы, его проблемы, и потом ему на телефон начинает приходить реклама таких услуг, которые мы обсуждали. Представьте себе, он это нигде не писал, не говорил, только со мной по телефону об этом говорил. Они нас слушают полностью, все, что мы говорим, записывается. Теперь мы знаем, что есть искусственный интеллект, который может все быстренько вашу речь сделать сразу в текст, перевести на любой язык там, и так далее, найти нужные слова, там, какие опасность представляют, сформировать психологический портрет человека и уже воздействовать на него. Потом рисуется вся ваша семья, и через семью начинается воздействие не только на конкретного человека. Воздействие начинается на всю семью. Это просто, ну, я не знаю, куда мы катимся, к чему мы придем, но это, я думаю, не только русские этим занимаются, потому что это все технологии не русские, как мы понимаем. С этими технологиями можно управлять любым обществом, любым человеком. То есть свободы не будет, анонимности не будет, приватности не будет, личности не будет, личности, личного этого пространства. Так, давайте дальше, друзья. Салам всем свободным людям, салам, брат Асан. Шалом алейхим, Эд. Шалом, брат. Путин только мечтает, походу, чтобы США начал войну против Ирана. Да, Иркин, я думаю, да. Я думаю, России это очень нужно. Это просто очень нужно. Самое главное сейчас для России это отвлечь внимание от Украины. И вот патологическое. Причем самое главное, что победить они не могут. Победить они могут только в случае, если внутри Украины начнется раскол. А внутри Украины есть агентура. Об этом мы прямо говорим. Она есть, она присутствует. Но вот такая вот пока ситуация. И это, к большому сожалению, приведет к катастрофическим последствиям и для Ирана, и для близлежащих. Посмотрим, что из этого выйдет. Но, я думаю, к большому сожалению, войны не избежать. И если эта война произойдет, опять говорю, то Украина, она затянется, война, она должна, по идее, как планируют россияне, как я предполагаю, это только гипотетически мой сценарий, что эта война затянется на десятилетия, ну, на годы затянется, может быть, на 5 лет, на 10 лет, как в Сирии, например, на 20 лет.
Но если все это начнется, то Россия будет спокойно душить Украину, добивать Украину. И ну, у них нет сил, вот нет просто сил. Они не могут победить Украину. Украинский дух они не могут сломать. Самое главное здесь в этом деле дух, который противопоставляет украинцы. И русские, если вы обратили внимание, сами говорят, ну они же такие же русские, как и мы, поэтому они в плен не сдаются, поэтому они так бьются там дерзко, там туда-сюда. Это признание того, что украинцы ничем не уступают. То есть мы тоже смелые, они не могут прямо сказать, что украинцы смелее нас, или они такие же смелые, как мы, хотя эти не смелые, не знаем. Как бы их туда на войну посылать. Да, среди русских, не будем врать, я имею в виду не русских, потому что украинской стороны огромное количество русских, которые бьются за свободу, и все там нормально. Но с этой стороны, которые идут за деньги, у них нет никакой мотивации, ничего у них нет. Это просто мясо гонят там. Давай, или мы тебя обнулим, или иди воюй. И вот они идут и этим занимаются. И поэтому они не могут сказать, что украинцы смелые. Они говорят, они такие же русские, как и мы, поэтому они такие смелые. А почему вы тогда не такие смелые? Вот такие вот вещи происходят. И они пытаются сделать так, чтобы Украина осталась один на один, и внутри Украины, разъедая ее, главный враг, я теперь понял, пришел к выводу, это украинские националисты. Убийство Порубия, это тоже вот из 24 августа, День независимости Украины, Алексей Титов, полковник ФСБ, пытался заложить самодельное взрывное устройство и подорвался. И это нужно было сделать именно в День независимости Украины, 24 октября, и потом сказать, смотрите, это украинцы сделали. Но, увы и ах, так сказать, Бог на стороне Украины. Мы это прекрасно знаем. Потом расстрел детей в Миннеаполисе, когда фанатик, которого, я уверен, тоже подготовили на это, запустили, он убивает детей в церковной школе, и взрослых, сам заканчивает жизнь самоубийством. И там оставляются надписи на украинском языке. Ну, он на кириллице написано, как будто такой, или сербский, ну, такой славянский такой язык, с ошибками, русский с ошибками, так сказать. И в Миннеаполисе живет самая большая, одна из самых больших диаспор украинских. И я тогда пришел к выводу, что они таким вот образом хотят украинских националистов заморать на весь мир, показать, что украинские националисты – это не соблюдать международное право. Ну, то, что коснулось нас, чеченцев, я вам скажу. Мы возгордились, что нас весь мир поддерживает. Радио Свобода, Deutsche Welle, BBC, Голос Америки. Все трубили, какие чеченцы воины, как мы справляемся, как мы такие молодцы, туда-сюда. Мы теперь это понимаем, это было такое подначивание тебя, чтобы давай, борись. А потом, когда дело закончилось, все утерли руки, объявили всех террористами и забыли. Вот я боюсь, что с украинскими националистами, которые являются ядром движущей силы украинской свободы и независимости, их попытаются превратить в маргиналов, вывести их за рамки международного гуманитарного права и на законных основаниях, как чеченцев, уничтожать. Это потребуется, может, 10 лет, 20 лет, но в истории так было. Украинские националисты их преследовали, убивали, репрессировали и так далее. Поэтому это надо очень хорошо запомнить и не вестись на эти вещи. Соблюдать международное право строго, просто подчеркнуто строго. Это очень важный момент. Убрать антисемитизм, который иногда присутствует. Об этом не нужно говорить. Но в Украине, конечно же, первую роль, главную роль должны играть сами украинцы. Не русские, не чеченцы, не евреи. Украинцы. Да, у всех есть право. Мы видим, что украинцы это не нацисты. Хоть там и националисты, это очень хорошо, быть патриотом, националистом, но они не нацисты, потому что они избрали еврея себе президентом. Более 70%, как мы знаем, проголосовали за Зеленского. Этот факт говорит сам за себя. То эти люди не относятся к массовому антисемитизму. Но это навязывание, оно идет. Понимаете? Это навязывание, оно продолжается. Навязывание того, что
украинцы, украинские националисты – это угроза. Это первое, что хотел бы отметить, сказать. Это нужно знать. Первое и главное. Вот такие вот дела. Так, давайте комментарии ваши буду читать, а то мало их читают. Да здравствует цивилизованный союз автохтонных народов Кавказа, говорит. Это что такое? Нет, у нас есть народы и не автохтонные на Кавказе, друзья. И мы не против них. Осетины, пришлые, кто там у нас? Много у нас есть пришлых. И в Дагестане есть много пришлых народов и народностей, которые там торговля была, там кто-то там войной шел, оставались там колонисты, торгаши, торговцы, там всякое было. Поэтому нет, нужно не так не объединяться. Нужно объединяться на основе народов, которые сейчас сформировались там и находятся. Валейкум ассалам, Шамиль. Все будет Ичкерия. Пропустил уведомление, к сожалению. Смотрю сначала. Да, Шамиль, наверное, если смотришь сначала, ты еще, наверное, не успеешь. Сейчас не услышишь меня. Но я могу сказать, что, к сожалению, я сегодня начал в 8, а не в 6, как обычно. Это попытка втянуть войну в Китай, говорит АвтоВАЗ. Ты имеешь в виду Иран? Ну, что значит втянуть? Нет, Китай помогает, и сейчас против Украины помогает Китай. Поэтому он и дальше будет помогать. Ему не нужно, чтобы Иран быстро пал и там воцарился мир. Ему это не нужно. Ему нужно, чтобы Америка, Запад отвлекались. Ему это выгодно, конечно. Но втягивать, ну что значит втягивать? Войска он не пришлет туда, наверное. Против Украины же не присылает. Хотя присылает своих этих корейцев, северных корейцев. Например, Портников, он вроде топит за Украину и против России, но он, как Киселев, ведет разговор, считает других за тупых, а он самый умный. Абсолютно так. Это вот тот же Рой Медведев, Портников и ему подобные. Это такой же Рой Медведев получается. И в Украине, да, таких много. В реале Русь это и есть киевская, а московская это, как Толстой сказал, каждый сидит татарин. Ну, может быть. Но татары народ хороший, да он. Асан, как ты относишься к ингушам, да он? Интересно, каждый раз заходит и каждый спрашивает, как ты относишься к армянам, как ты относишься к ингушам. Знаешь, я как ингуш, как я отношусь к ингушам? Я считаю, что, как это сказал Руслан Аушев, Чечня начинается, Чеченская республика, Ичкерия, начинается в Владикавказе и заканчивается в Дагестане, Хасуюрте. Ингушетия начинается в Хасуюрте и заканчивается в Владикавказе. Вот так я считаю. У меня есть друзья татарин. Отлично. Нет, татары хорошие люди. Очень спокойные некоторые. Не все, правда. Но такая вот интересная вещь, друзья. Дух без хониш. Миш бессон, ингуш. Миш бессон. Миш бессон. Цакитеронсо. Галайш. Галайш, сунца без. Галайш, savежди bu, sununca bez galai. Unca bez galai. Onu din galaiş. O inguş nikin ma. Так. Без троллятины неинтересно, да? Скажи, Шамиль, без троллятины что-то не очень. Да. Такс.
Знаете, что начали-то? Какие разговорчики пошли? Эммануэль Макрон высказал за прямые переговоры с Россией. В своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности президент Франции призвал к усилению Европы. Ключевые тезисы. Можно вести переговоры по Украине без Европы. Но это не принесет мира, поэтому мы решили установить канал прямого общения с РФ. Мы будем частью решения этой проблемы. И когда мы добьемся завершения войны в Украине, мы должны будем определить правила сосуществования с Россией с учетом наших интересов безопасности. Нам нужно быть готовыми сесть за стол переговоров и обсудить это. Когда Путин выступал здесь 20 лет назад и обозначал сферы влияния своей страны, он опирался на доктрину, которая устарела еще до распада СССР. Однако идея дружбы и сотрудничества с соседями остаются актуальной. Именно на ней основан Европейский Союз. Война в Украине – главный вызов для Европы сегодня. И мы многое сделали, чтобы помочь Киеву. Мы оказали помощь на миллиарды евро. Мы поддерживаем обороноспособность Украины. Мы пересмотрели нашу экономическую модель, чтобы не зависеть от России. РФ продолжает бомбить Украину, лишать ее жителей тепла, энергии. Но мы не будем уступать требованиям Москвы. Мы будем усиливать давление на нее, в том числе с помощью санкций. Начав войну против Украины, Россия хотела также разрушить НАТО. Однако она потерпела провал в экономическом, военном, политическом смысле. И когда я слышу, что Украина должна признать свое поражение, я считаю это огромной ошибкой. Перед Европой сейчас стоят сложные задачи, но они могут быть выполнены. Мы перевооружаемся. Но пока отстаем, мы должны укреплять нашу обороноспособность и уменьшить нашу зависимость от других стран. Настало время сильной Европы, сказал Эммануэль Макрон. Знаете, здесь вполне может быть, что Украину Европа тоже начнет сливать. Да, потихоньку помогает, где-то ее укрепляет там, и так далее. Могут начать сливать. Зачем разговаривать с террористами? Зачем? Зачем устанавливать канал связи? Есть ведь дипломатические, есть много возможностей отправить необходимое сообщение там, Путину в Кремль и так далее. Зачем восстанавливать? Но вот Трамп начинает восстанавливать. Трамп какие-то Соединенные Штаты, какие-то, видимо, себе преференции, свои, какую-то выгоду извлекает из этого, как мы видим. Да? И в этом случае, видимо, Европа решила, а почему мы не должны воспользоваться ситуацией и сделать так, чтобы Украина, например, не значила для них так много, как сейчас она значит. Ну, по крайней мере, как они об этом заявляют. То же самое Мерц сказал. Ну, слова, конечно, звучат очень громкие. Я просто уже начинаю подвергать все слова сомнению, поэтому я особо не верю. Ну, вот смотрите, что наш Борис Писториус говорит, министр обороны. Действия властей РФ представляют угрозу не только европейскому региону, но и всему миру, заявил Deutsche Welle глава Минобороны Германии Борис Писториус на Мюнхенской конференции по безопасности. Мы не должны терять доверие и надежность внутри Альянса, когда речь идет о ядерном сдерживании. Потому что Россия – это глобальная угроза. США признали, что в своей оборонной стратегии они прямо написали об этом. Это больше не просто региональная угроза, как некоторые говорили раньше. Это глобальная угроза. И учитывая это, совершенно ясно, наша общая задача быть наготове, подчеркнул Писториус. Я не знаю, друзья, если честно, я не хочу наговаривать ни на кого, но я не верю ни в какие слова. Знаете, столько много правильных слов говорится, и столько несправедливости происходит в отношении, в том числе, чеченского народа было, что верить в это очень трудно. Говорят, а толку никакого. Так, пуск шестикрылых ракет «Фламинго» по Волгоградской области этой ночью произошел. Улетели. Ну, короче говоря, слава Украине. И вот что я могу сказать. Слава украинским воинам, парням и девушкам, которые защищают свою страну. Вы соль земли, вы элита земли.
честное слово, вы стоите, может, некоторые из вас этого не осознают до конца, вы стоите против абсолютного, беспримесного зла на этой земле, против сатанистов, чей пророк Ленин лежит на Красной площади. Кстати говоря, хочу передать Максиму Шевченко привет, который смотрит все мои стримы. Максим, я тебя тоже иногда смотрю. И Максим постоянно повторяет мои тезисы или опровергает эти мои тезисы, которые я здесь заявляю. Например, я говорю, что Ленин это пророк русских, и он у них лежит как в пирамиде фараон на Красной площади. И они создали новую религию. Вот то, что они уничтожили христианство, иудаизм, ислам, и создали новое христианство, новый иудаизм и новый ислам на территории фашистской советской России. И то, что они создали новую религию, это придумал не я. Это придумал тот самый Абдурахман Авторханов, которого я часто цитирую. И я вам советую перечитать все его труды, потому что без этого вы не поймете, что такое Россия, что такое система. Это настоящий профессор, чеченец, который здесь у нас в Мюнхене похоронен. Это очень был осведомленный, очень интеллектуально подкованный человек. Осведомленный человек. И вот Россия, вот он называет Россию, что Россия придумала новую религию. А я уже дополнил это, что Ленин это их новый пророк. Да, у одних был Иисус, у других был Моисей, у там других Мухаммад, а у этих Ленин, Владимир Ульянов. И как-то Максим Шевченко сидит в интервью и начинает разговаривать с одним каким-то деятелем. Это просто было невероятно. Было такое впечатление, что вот этого его собеседника, Максима Шевченко, я подкупил. И вот этот человек говорит, что, вот этот, который с Максимом общается, он говорит, что так Ленин, как это наш пророк говорит, это наш пророк. И Максим Шевченко взрывается сразу же, говорит, нет, ты что, нет, это не то, это мы христиане, у нас там это, у нас... Тот начинает доказывать, объяснять, почему он является пророком. Ленин Владимир Ильич является, Владимир Ульянов является пророком. Короче, раз 10 тот сказал, что он пророк, раз 10 ему Максим Шевченко возразил, пытался как-то уйти от этой ситуации. Это только один из случаев, что я знаю, что Максим смотрит, и ему это очень, ну, видимо, он собирает информацию, ему нужно анализировать. Человек не глупый на самом деле. Жаль, что находится на непримиримых, ненавистных для чеченцев позициях. Ненавидит чеченцев, к большому сожалению. Ну, нормальных, свободных чеченцев. Своих холопов, таких же, как он сам, они любят. Так, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кавказин, Албания, ты не мог бы сменить свой ник? Читаю твой ник, и мне кажется, знаешь, каждый раз, зачем ты сюда зашел, и вот ты мне пытаешься вот что-то вот антиазербайджанское сюда, Без обид только, если можно, просто, ну, убери это. Зачем это? Сейчас здесь на моем канале заходи, ты мне постоянно, ты пишешь, постоянно мне приходится читать твои комментарии. Ну, зачем? Я с большим уважением отношусь к лезгинам, с большим. Не сейчас, а давным-давно у меня есть мнение о лезгинах. Поэтому ничего личного, не национального, конечно же, но хотелось бы, чтобы мы сейчас против Азербайджана или Армении не поднимались. Нам это категорически сейчас противопоказано. Это то, что нужно России. Ждали же столько, можно же еще там 5 лет подождать. Ничего же не изменится за 5 лет. Только станем сильнее. И потом, как кавказцы, сядем и договоримся на Кавказе у нас. Это неизбежно придет. Да, Аллах. Еще заметил, в последние дни Россия начала угрожать Беларусь, точнее, типа его хотят снести Европу, вот хотят тянуть на войну, нужны войска белорусы. Вполне возможно, Иркин, я не обращал внимания, но вполне возможно.
То, что ФСБшники устроили теракт в детском магазине, чтобы записать на украинцев, у него есть официальное название в англоязычной среде — фальшфлаг. Да, да, это известный термин. Да, да, именно так. Слава Украине, героям слава! Максим Шевченко — та же ФСБшная крыса, которая сильно мимикрирует, пытается быть другом Кавказ, азербайджанцев, армян почему-то не... Армян не любит. Да-да, армян не любит. Но, знаешь, я думаю, он не ФСБшник, Максим Шевченко. Он относится к ГРУ, он к военным относится. Я полагаю, по моим наблюдениям, он не ФСБшник. Это тоже какой-никакой, ну все равно, плюс ему. Запишем. Такие люди, как Шевченко, опаснее, чем любой враг, потому что они пудрят людям мозги и наносят больше вреда, чем открытый враг. Я таких презираю, говорит Кавказин. Кавказин, ты абсолютно, 100% прав. Абсолютно просто прав. Враг, который прямо говорит, что он враг, ты хотя бы знаешь, что от него ожидать, и некоторые простачки не ведутся на его, потому что он сам прямо говорит. А Максим Шевченко, он и друг, он и кавказцев, и всех он любит, и всех он уважает, и так далее, и так далее. А по факту, я думаю, это волк овечий. Я еще лет, наверное, 6, назад еще делал видео, в стриме писал, что Максим Шевченко волк овечьей шкуре. Конечно, это очень страшный враг. Судя по фамилии, он украинец, говорит. Да, он сам говорит, что у него есть корни украинские, но сколько есть украинцев, которые полностью русифицировались, сколько есть евреев, которые русифицировались, они больше русские, чем русские, сколько есть чеченцев и многих других. Это тоже, слава богу, чеченцев не так много полностью русифицировано, да, но есть ведь, и не только чеченцы, все остальные. Можешь ник не читать, просто называй кавказцем. Ну, у тебя же написано, другие же видят твой ник, понимаешь? А ты у меня на канале. Вот о чем я говорю. Опоздала, завтра пересмотрю запись стрима. Договорились? Договорились. Привет, Шома, привет. Здрасте, Дмитрий, здрасте. Про что речь? Про всякое разное. Про всякое разное. Ассаламу алейкум, биг брат. Ва алейк салам, баба. Баба Бубу. Ва алейк салам, бруда. Так, у меня здесь в ТикТоке в комментарии особо не пишут. Сидит 103 человека, и ни один комментарий не пишет. Ну, лайков зато понаставили, да, за подарками сегодня задарили. Язи комментарий, язи активно хилл умадатшин, понимаете? На самом деле, то, что сейчас делаем мы, вот ведем вот эту информационную борьбу, она бесценна. Не то, что я говорю, а то, что вы принимаете участие, это бесценно. Понимаете? Не те, кто в оккупированной России находится, или в оккупированной Ичкерии, либо фашистской России находится. Не они. Им нельзя категорически ничего писать, не распространять ссылку. А вот кто здесь находится, кто в безопасности, вы свое мнение, России сегодняшней, вот этой российской системы КГБ, ее не будет. Она ослабнет. И сейчас задача ФСБ просто выжить, максимально попробовать выжить, сохранить свою систему. Ее, в принципе, никто разрушать и не собирается, эту систему, к большому сожалению. Поэтому это нужно все понять, все нужно понимать. А может, если не смогу уснуть, сегодня еще все пересмотрю. Баванетка с вами. Я знаю, Баванет, я тебя по фотографии узнал. Смотрите на здоровье, Баванетка. Смотрите. Так, что еще у нас? Что еще у нас тут? Вот она.
Может, система сама сдохнет? Нет, конечно. Как она сдохнет, вагонетка? Никогда в жизни она не сдохнет. Сама. Она так сильно повязана кровью, и вообще власть никто не отпускает просто так. Так. Есть такой певец Шевчук, типа он против войны, но он же, когда поддерживал армию в Чечне, песни пел, там он еще тот опасный типок. Да, да, совершенно верно. Шевчук ездил сам непосредственно в Ичкерию оккупированную, и там для солдатиков пел песенки, поднимал дух, так сказать. Да, это, знаете, эти певцы, певички, это любой власти будут служить. К чему я написал? Так, есть такое, так, что ты там написал выше? Я написал, что то, что украинцы, то, что большинство как раз-таки в городах российской армии, это бывшие украинцы, которые забыли свои корни, а может и не забыли, и воюют за Россию. А к чему я это напишу? То, что таких людей, которые снимают интервью кавказцев пленных, называют их предателями, но почему-то у них украинцам, которые за Россию воюют, никогда нет таких вопросов. Да, да, совершенно верно. Я согласен с тобой. Это украинская политика такая. Вероломно к отношению вот этих пленных нерусской национальности. Ну, предвзятое такое отношение. Русских и украинцев пленных экзотический блогер. Ну, он прям экзотикой называет. Он кавказцев называет. Ну, там русские, украинцы, говорит, ну и экзотика. Он кавказцев так назвал. С тех пор я Карпенко Дмитрия называю экзотикой. Он почему-то себя апостолом называет. На самом деле это экзотика. И абсолютный фашист. Абсолютнейший. Абсолютное такое русское быдло. Самое настоящее. Абсолютно некомпетентное вообще в том, что он говорит и делает. Но вот такие вот сегодня публичные лица в Украине выводятся. Вот это, об этом я и говорю. Украина уничтожается долго, кропотливо, изнутри. Мы тоже победили, хотя у нас не было такой поддержки, как Украины, военной поддержки. Не было столько армии, не обязательной мобилизации у нас не было. У нас постоянно воевало 3-4 тысячи человек. Представьте себе, 3-4, не 34, 3-4, может быть, до 5 тысяч человек воевал. Тот погибал, ранения получал, другие их мест занимали. Этого было достаточно, у нас территория маленькая, в принципе. Но в итоге мы победили вот эти 3-4 тысячи при помощи всего народа, конечно же, победили российскую армию военным путем, но проиграли ее вот в этом информационном политическом смысле. Понимаете? Раз нас на весь мир оболгали, и нам сейчас приходится выступать против, чтобы мы доказывали, что мы не террористы, не исламисты, мы проиграли информационно. Вот сейчас Украина идет этим же путем. Уже давно я об этом говорю. Давно призываю обратить на это внимание. Вот эти разные там Карпенки, Золкины, вся вот эта банда, они... знаете, смотрите, что прослеживается. Военнопленные – это хороший товар для зарабатывания денег и получения информации. Обязательно там присутствуют спецслужбы. Да, пленные, военнопленные. Обменивают, вербуют перед тем, как передать. Еще что-то делают, еще что-то делают. Такая вот работа ведется. И всем этим заведует Буданов, Кирилл Буданов. Кирилл Буданов также относится к чеченскому вопросу, по чеченскому кейсу. Кирилл Буданов, например, дарит фальшивую медальку от россиянина Закаева, якобы представляющий чеченский народ и какой-то там премьер-министр и так далее, что является абсолютной ложью. И Буданов этого не может не понять. Может, он некомпетентный такой. Но там много за Будановым, именно по чеченскому кейсу, я делаю вывод, что этот человек, абсолютно, я не могу сказать, что он работает на ФСБ, как об этом говорит Арти Грин, уже прямо фактически, он прямо об этом говорит. Потому что у украинцев, у самих много претензий к Кириллу Буданову.
А я могу со своей чеченской стороны сказать, что Кирилл Буданов абсолютно стопроцентный российский нарратив в отношении чеченского вопроса продвигает. Это при том, что Верховная Рада признает Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной и что над нами совершен геноцид. А Ахмед Закаев пишет документы, что Чечня часть России. Представьте себе, как это так? Иностранное государство признает вас независимыми, а человек, который пытается якобы представить себя лидером чеченцев и представлять это государство, он говорит, что мы часть России. Просто объясните мне вот этот нонсенс. И Кирилл Буданов в этом участвует во всем. Кирилл Буданов в этом участвует. Поэтому там много есть. У меня лично нету ни малейшего доверия ни к Кириллу Буданову, ни к тому, что он делает. Именно исходя из чеченского вопроса. Арти Грин прямо говорит, что он ФСБшник. В 2013 году завербован. Когда он летел в Шереметьево, прилетел, по-моему, в Шереметьево или во Внуково, Домодедово, по-моему, его там задержали, и с тех пор его вербанули, говорит Арти Грин. Вполне допускаю, почему нет. Так. Что у нас здесь пишут? Так. Он уже против Украины, пишет Кирилл. Нет, Кирилл, и вы не дождетесь. Мы, чеченцы, знаешь, чем отличаемся? Мы верностью отличаемся. Я верен украинской армии, украинскому народу. Но у меня есть претензии и даже к Владимиру Зеленскому, который я взял мораторий не критиковать пока. Потому что он президент, воюющая страна, украинцам не будет легче от того, что я буду его критиковать. Но мы свободные люди, вам, россиянам, этого не понять. Мы здесь можем кого угодно критиковать, хоть президентов, кого хотим мы критикуем. Вот такие вот мы свободные люди, вам этого не понять. А верность Украине, украинскому народу, это совсем другое. Я верен именно им, понимаешь? А я что, чеченцев не критикую? Критикую, я даже Масхадова критикую. Ну, кого только я не критикую. Заслуживают, получите, Дион. Не за что, Ваня, Бендеровка, не за что. Если, так, где здесь, это был комментарий. Если сдохнет Российская Федерация, что может с ней и система? С этим политическим руководителем, то есть пятая колонна, не победить Украину. Очень больно. Я не понял вашего вопроса, Монетка. Лакшми. Я не знаю, что ты имеешь в виду. Российская, то может с ней и система, если сдохнет. Нет, система не сдохнет. Все, понял я вопрос. Если Российская Федерация, она изменится, это уже стопроцентный факт. Россия не будет прежней Российской Федерации. Я думаю, и название даже изменится. Но это не значит, что изменится система. На наших глазах был распад, так называемый развал, искусственный развал Советского Союза, но система сохранилась. Причем она сохранилась очень даже хитро. Она полностью превратилась, как будто ее нет. Офицеры ФСБ, КГБ СССР были швейцарами в гостинице, там, в ресторане работали, заползли, так сказать, под корягу. А по факту никуда не ушли. Просто запустили криминалитет, все банды, убийства, всех ментов они начали кошмарить на этой волне. И в итоге снова вылезли, и вот Путина привели к власти. Запад обманули, сперва Ельцин, демократ, там туда-сюда, вот сейчас как Ходорковских, разных вот этих всех Каспаровых, вот это все хорошие имперцы. Ну, Запад сам делает. Вот смотрите, вы же все свидетели. Вот столько не обращали внимания на эту российскую оппозицию, 4 года ее игнорировали. А потом взяли и пригласили, вот кого пригласили? Почти все хорошие имперцы. Вот объясните мне тогда. Вот Запад сам это делает. Но, видимо, Западу это выгодно.
Потому что другого объяснения нет. Если на вас нападут и вас убивают, да, это невыгодно. Но если нападают на Украину или на Ичкерию или на Грузию, ну а почему здесь, что здесь плохого? Оружие там продаешь, там, да, мобилизация населения, там немножко дискомфортно и так далее. Ну вот скажите мне, вот Ходорковский, Каспаров, там вся вот эта там Гудковы, вот эта вся российская новая вот эта имперская муть, она зачем нужна? Не нашлось ни одного россиянина здесь, в Европе, который не симулятор, не КГБшник, не имперец. Я знаю таких несколько человек, могу рекомендовать. И они лучше меня знают. Но почему-то все имперцы там собрались. Русские фашисты собрались. Странно, конечно. Спасибо за подарки, друзья, еще раз. Поэтому система не умрет, если изменится Российская Федерация. Российская Федерация, она, как, знаете, даже внутри Советского Союза, внутренняя политическая, по факту, которая должна быть политической полицией, КГБ, НКВД, там, они меняли название 4 или 5 раз. Внутри одного и того же государства. То есть они убивают людей, совершают преступления, потом раз и меняют вывеску. Потом опять убивают людей, опять меняют вывеску. Как обанкротившаяся фирма. Все, обанкротилась, да, другую вывеску повесила и дальше работает. Вот так все. И также то же самое с государством. СССР. Могучий, непобедимый, самый сильный. Пшик, сдох. Ни один не вышел его защищать. Ну, там были, конечно, ни один не скажешь, кто-то там уходил, там что-то делали. Но по факту, само КГБ, которое 3 поколения, 75 лет, уничтожало население Советского Союза за то, чтобы мы поверили в эту коммунистическую идею, и после этого сами же слили ее. Более того, 75 лет, 3 поколения, они заставляли наших отцов, бабушек, дедов там, и всех остальных работать, не имея ничего собственности, то есть фактически на положении рабов. Не имея ничего в собственности. Только заводы, все государству принадлежало, мы работаем на государство, на заводы там, и так далее. И потом кучка мерзавцев из КГБ захватила все вот эти достояния, которые 3 поколения наши отцы и деды, бабушки и дедушки зарабатывали. Представьте себе. Вот за эту идею они назвали. Это просто оккупант. Это враг, который тебя угнетает. Вот тебя используют, надо так, будешь так. А потом они раз между собой поделили, миллиарды захватили. Вот все вот эти олигархи. Вот Ходорковский также озолотился, разбогател. Теперь хороший русский. Вы представьте себе. Просто давайте Усама бен Ладена пригласим в ПАСЕ. Такой же Ходор. Чем Ходор лучше Усама бен Ладена? Объясните мне. Усама бен Ладена не было такой сети информационной. Здесь он белым человеком, условно говоря, не представлялся. Ну, сам бен Ладен такой же. За Ходорковским его начальник охраны сидит за убийство мэра Нефтьюганска Петухова. Его начальник охраны пожизненно сидит. ФСБшник бывший. Его начальник охраны. Там кланы ФСБ между собой. До того уже зажрались там трупов, видимо. Гора просто целая. Да, как Эверест. Понимаете? Если ФСБшнику дали пожизненное. Понимаете? Семью из Тамбова, мужа с женой, вот эта банда Ходорковского и Невзлина убили. Понимаете? Я это знаю еще давно. Короче, вот такие вот вещи интересные всплывают. И вот эти сидят, и теперь новые русские, новую Россию они строят. Ничего они не строят. Каждый пытается озолотиться, заработать. Плевать на людей, плевать на народы, плевать на войны. Главное вот заработать им. Вот все, что им интересно. Так. Ни один Кавказ не должен умереть на этой войне, чтобы жить ради Кавказа. Я с тобой полностью согласен. Нам не нужно, вот то, что ты имеешь в виду, европейский читаю и повторяю, и European Union. Приветствую.
Мгм. Ты имеешь в виду войну в Иране, да, которая может начаться, да? Мы не должны в этом участвовать ни в коем случае. Мы должны сделать, разрушить планы, чтобы нас стравили, понимаете? Нас хотят стравить. Мы не должны поддаться на это. С этим политическим руководством, то есть пятая колонна, не победит Украина. Очень больно. К большому сожалению, это большой балласт на ногах украинской армии, украинского народа. Вот все, что сегодня происходит. Там есть, конечно же, нормальные люди. Если бы этого не было бы, вот, украинцы столько не стояли бы. Есть украинская хребет украинского народа, украинского государства. На этом все держится. Но одного хребта мало. Нужны мышцы, нужно жирок нужен, все нужно. Честно говоря, я до сих пор не понимаю, почему решили опубликовать файлы Эпштейна, ведь это файлы никак не красят политиков США, да и западных стран. Многие ненавистники Запада брызгают слюной. А, да, я знаешь, что считаю, вот этот файл Эпштейна, там на самом деле, да, есть, по всей видимости, раз он был и осужден за педофилию, то есть с 14-летними девочками там и так далее. Это, наверное, это все было. Но я не думаю, что все, кто там рядом с ним был, это просто публичный человек. Есть такой, как же его фамилия, Листерман, что ли, такой, в России есть такой, Петя Листерман, что ли, такой же, как Эпштейн. И вот сейчас он тоже появился, его давно не было видно, сейчас начал он, видимо, пиариться, там у него своя задача, видимо, и так далее. Может, доделает намек уже тех, кто уже на России они наснимали. Так вот, знаешь, что я думаю, Кавказе, по этому Эпштейну и вот этим файлам? Я думаю, что не Россия стоит за Эпштейном. Это мое мнение. Я думаю, что Эпштейн мог продать или слить информацию русским, не будучи их агентом. Просто продал. Просто на кого-то там, на Билла Клинтона, например, еще чего-то и так далее. И я знаю, что российские евреи сейчас делают все возможное, чтобы не Россию обвинить 7 октября, а кого угодно. Всех мусульман обвинить, там, я не знаю, всех, кого на этой земле обвинить, но только не русские. Российские евреи за 7 октября вы не увидите, там один Сатановский просто, один бойкот там объявил, все, и то, ну, может, конечно, другие были, но, по крайней мере, кого я увидел. А так, в основном, они хотят сказать, что 7 октября вообще русские как бы ни при чем. Только арабы виноваты или все мусульмане виноваты. И это мне напоминает то, что нам, чеченцам, навязывают, что не русские оккупанты, русская империя убивает нас, а христиане. А как я сегодня рассказывал, русские вообще не христиане. У них пророк Ленин, Владимир Ильич. Вот такая вот ситуация. Поэтому я думаю, если его реально убили, Эпштейна, то его убили за то, что он дал утечь этой информации. Где-то там, может, на Трампа, сейчас на Трампа, да, какой-то Трамп какие-то разные движения делает. Может, с этим это связано. А так, я думаю, что вот этим собиранием компромата, создавая вот эти медовые ловушки, занимаются все спецслужбы всего мира. Это их не красит никак. Это очень некрасиво, очень позорно за своими гражданами, которых обязаны защищать фактически. Ну, их насильно никто не заставляет, в принципе. В принципе. Может быть, там даже, я пришел к мысли, они фактически смотрят в камеру. Представьте себе, вы находитесь с девочкой какой-то несовершеннолетней, и на вас смотрит камера, и вы прямо в камеру смотрите. Как это вообще понять? Значит, ты не боишься или что? На права гипотезы. Вполне возможно, этим людям говорят, ну, отдыхай, наслаждайся, но с условием мы тебя будем снимать. То есть у нас на тебя будет компромат. И все, тебе двери открыты, становись любым там олигархом, президентом, кем хочешь, мы тебе будем помогать. То есть ты сам добровольно даешь записать себя,
даешь на себя компромат, и все, и за это тебе открываются двери. Вот с этим, может быть, это связано. Тут не поймешь, конечно, до конца все, как там происходит. Но это колоссальный репутационный удар и по Америке, по Западу, потому что сейчас нам рассказывают, там детей ели, ну, что только не рассказывают, там такие ужасы рассказывают. Хотя изнасилование несовершеннолетней, это, в принципе, то же самое, что ее съесть. Понимаете? Для меня, по крайней мере. Поэтому такая позорная страница, я вам скажу, получается. И если Эпштейн реально убит, задушен или он сам умер, а не скрылся где-нибудь, то ну, скрыться он не может из американской тюрьмы без санкций, без помощи американцев, правильно? Поэтому, если он убит, то убит за предательство, за то, что слил информацию России. Но, знаете, у Александра Сотника есть такое выражение, извиняюсь за цитату, да, не играйте с дерьмом и не подхватите холеру. Он обычно такие вещи говорит. Так вот, и американцы, и европейцы, и израильтяне играли с этим дерьмом. И не подхватить холеру они не могли просто-напросто. Как-то так я это вижу. Так, давайте дальше. Да, это выглядит, иначе как объяснить про все. Разведка явно это знает и про Ходор, и про других русских. Да. Файл Эпштейна это вода. Вполне возможно. Гражданин Чкири. Валейк салам, гражданин Чкири. Машуа. Да, Петя Листерман это главный сутенер всей России. Ну вот сейчас объявился Петя Листерман. Начали они его выдвигать. Все правильно, Европа помогает Украине, но также закупает газ в РФ, также руководство Украины не хочет или не может ответить на вопросы, куда они протравили доллары, которые были выделены США. Да, абсолютно, уже сколько уже было коррупционных дел. Представьте себе, каждый божий день гибнут твои парни и девушки. А ты берешь эти деньги, я не знаю, какой свиньей нужно просто быть. Я считаю, что это нужно, коррупция во время войны должна приравниваться к педофилии, к измене Родины это должно, это к шпионажу. Пожизненно давать надо таким людям. Так, во время это делать. Во время войны воровать деньги. Чтобы они поперек горла встали, эти деньги, всем, кто ворует. Бедолаги, да, боятся с голоду умереть, да, на крови своего же народа делать. Да, к большому сожалению, это так. К большому сожалению, это так. Спасибо, что смотрите, поддерживаете, друзья. Жду вас завтра в 19:00 по европейскому времени, по Брюсселю, на стрим с Аядом Идиговым. Коррупция во время войны приравнивается к геноциду. Да, знаете, очень мне нравится, как это называет Ахтигрин. Он говорит, что это мародеры. Просто очень, никакая это не коррупция. Это самое настоящее мародерство. Мародерство не просто у врага мародерничать даже. Да, это самое гнусное преступление. У врага мародерничать. У себя мародерничают. Понимаете? У себя. Значит, не свои. Свои не будут мародерничать. Всего самого хорошего. Спасибо всем за поддержку. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Адикюэль Маш Оэль. До свидания, друзья.